الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Пусть Аллах примет наше поклонение, пусть Аллах ведет нас прямым путем и умертвит, будучи мусульманами, со словами «Ля иляха илля Мухаммад Расулуллах». Также наш любимый пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям говорит: человек, который пришел в дом Аллаха для того, чтобы получить знания, то он получит награду, как будто совершил полноценный хадж. Дай Аллах, чтобы он исправил наши намерения. Дай Аллах, чтобы мы получили эту награду. И самое главное, чтобы Он сделал эти знания, которые мы стремимся получить, полезными как в этом мире и также в ахирате. Альхамдулиллах, мы продолжаем свои лекции. И сегодня, иншаллах, мы с вами поговорим о суре Аль-Каутар. То есть это одна из самых маленьких сур, которая есть в Коране. Каутар. И давайте посмотрим, почему она так называется. То есть мы с вами говорили то, что некоторые суры у нас называются, и они взяты, эти слова, из самой суры. И вот здесь сура Каутар, да, это тоже приходит, это слово приходит в первом аяте. И ученые, они уже здесь говорят то, что кто-то говорит то, что эта сура была ниспослана в Мекке. Почему? Потому что в третьем аяте говорится то, что абетар, то есть все, когда у пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям умер последний сын, то уже люди начали говорить то, что все, он бездетный. А некоторые ученые говорят, нет, эта сура была ниспослана в Медине. И на это тоже есть явное доказательство. В сборнике Муслима приводится от Анас ибн Малика то, что он сказал: однажды, когда мы были в мечети с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, он задремал. И вот здесь слово «в мечети» подразумевается то, что это мечеть пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, которая была построена в Медине после переселения. Из-за этого именно вот этот хадис указывает то, что эта сура была ниспослана именно в Медине. И продолжая этот хадис, то есть Анас ибн Малик говорит: и когда пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям проснулся, да, он начал улыбаться. И мы спросили: о посланник Аллаха, что вызвало твою улыбку? И тогда наш любимый пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям сказал: мне только что, когда я задремал, была ниспослана сура. И он прочитал: мы даровали тебе Аль-Каутар. То есть сура Аль-Каутар, которая состоит из 3 аятов. И давайте посмотрим, что такое Каутар. Если посмотреть на корень этого слова, то это кафаро. Арабы говорят кафир, то есть много. Из-за этого эта сура переводится как изобилие. Изобилие, то есть очень много благ, которые Аллах субханаху ва та'аля ниспослал пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалям. Очень много благ.
И как мы уже с вами говорили, самое большое благо, которое есть у мусульманина, это что? Да, это иман. Иман – вера в Аллаха, которую мы никакой работой не сможем заработать и никакими деньгами купить тоже не сможем. Почему? Потому что вот этот иман, не покупается и не зарабатывается. Это что? Это подарок. Это подарок от Аллаха. И это самое большое благо, которое у нас есть. И мы этим благом должны дорожить. И, конечно же, мы должны благодарить Аллаха за этот очень большой подарок. И также пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, было ниспослано вот в этом мире очень много благ. И это не только его касается. А давайте посмотрим, что у нас есть. Давайте посмотрим, какими мы благами пользуемся каждый день и, к сожалению, забываем благодарить Аллаха. Почему? Потому что мы до такой степени привыкли к ним, то уже даже не чувствуем. Это обычное дело. Посмотрите наше здоровье. Посмотрите, чем мы дышим. Посмотрите, что мы пьем. Воздух, вода, здоровье – это те блага, которые Аллах нам дал, и за которые мы должны благодарить Его. Почему? Потому что Аллах субханаху ва та'аля говорит: «Ин шакартум лазиданнакум». Если, говорит, вы будете меня благодарить, то, говорит, я вам воздам еще большим. Но многие люди, когда вспоминают Аллаха? Когда приходит какая-то тяжесть, какая-то беда, какая-то проблема, и вот тогда человек начинает обращаться к Аллаху. Он начинает просить у Аллаха: помоги мне, выведи меня из этой ситуации. Но, к сожалению, даже мы не умеем правильно просить. А самое сильное оружие мусульман — это что? Дуа. Дуа, мольба, которой мы должны обращаться к Аллаху. А мы как делаем? Мы вот как стих выучили один порядок, и так поднимаем руки и просим. И все. Но даже когда мы просим, надо правильно просить. И наша дуа, наша мольба с чего должна начинаться? С чего? Правильно. Мы должны начать с восхваления. Почему? Потому что даже Аллах субханаху ва та'аля начал свою книгу с восхваления. Альхамду лиллахи раббил алямин. Из-за этого первый шаг — мы должны восхвалить Аллаха Его именами и качествами, которые мы, альхамду лиллах, знаем. А если уж не знаем, то дай Аллах, чтобы мы их научились. Второй шаг, который ведет, чтобы мы просили у Аллаха, это что? Мы должны восхвалить нашего любимого пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, который довел до нас эту религию, научил ее, показал нам. И даже в судный день Он будет переживать за нас и просить, чтобы Аллах облегчил нам. 3.
мы что должны сделать? Мы должны у Аллаха попросить прощения. То есть показать свою слабость, свое унижение. И сказать то, что да, я признаю свои ошибки. Да, я такой вот слабый, из-за этого прости меня. Четвертое, что мы должны сделать, это поблагодарить Аллаха за те блага, которые у нас есть. Смотрите. Именно поблагодарить. Почему? Потому что Аллах нам эти блага дал, и мы еще хотим что-то попросить. И за это сначала покажите то, что я доволен тем, то, что у меня есть. Альхамдулилля. Надо перечислить те блага. И потом пятый шаг, пятый пункт – это просить то, в чем мы нуждаемся. Вот так мы должны обращаться к Аллаху. И каутар – это вот изобилие переводится, да? То есть блага, которые Аллах дал нашему любимому пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, как в этом мире и также в раю. И одно из названий каутар – это река, которая вытекает из рая. Которая вытекает из рая, и когда люди соберутся в судный день, то мусульманам Аллах разрешит выпить из этого источника. И мы должны знать, когда человек в самый жаркий день, когда Аллах приблизит солнце, когда Он разрушит все горы, и все люди будут стоять и ждать, когда начнется этот судный день. Кто-то из-за своих грехов будет тонуть в своем поту, кто-то по щиколотке, кто-то по колено, кто-то по пояс, а кто-то полностью утонет в этом. И смотрите, вспомните лето, когда в жару не то что стоять, даже в тени стоять невозможно. И в судный день Аллах субханаху ва тааля проявит милость мусульманам и разрешит выпить из этого источника. И человек, который выпьет один раз, он навсегда забудет, что такое жажда. И вот около этого источника, который белее молока и слаще меда, будут стоять очень много стаканов. Их количество никто не знает, но примерно как звезды на небе. И когда к этому источнику будут подходить люди, мусульманам разрешат пить из этого источника. Но не мусульманам нельзя будет даже глотнуть. Из-за этого милость Аллаха, она велика. И Аллах субханаху ва тааля, Он по своей милости нам дает вот в этом мире сколько благ. И также Он не оставит нас в судный день. И вот за это мы должны благодарить Аллаха субханаху ва тааля. Каутар. А как же благодарить? Что мы должны делать? И вот на это Аллах субханаху ва тааля отвечает во втором аяте этой суры. «Фасалли ли раббика ванхар». Фасалли.
читай намаз. Проявляй свое шукр. Скажи спасибо. Это Аллах Субханаху ва Тааля обращается к пророку. Но это обращение не только к нему, но ко всем нам. То есть говори спасибо за те блага, которые у тебя есть. А смотрите, а мы, когда читаем намаз, молимся, у нас какие ощущения, какие у нас мысли, и что мы? Вот этот намаз нам что приносит? Кто-то приходит домой после работы, смотрит на часы и говорит: еще же нам намаз надо читать. То есть ему это тяжело. И он почему ему это тяжело? Потому что он забыл те блага, которые есть у него. Забывает благодарить. Но когда он что-то потеряет, вот тогда да. Тогда он с искренностью начинает обращаться к Аллаху, читать намаз. Но зачем же мы тогда ждем, чтобы Аллах у нас что-то забрал? Зачем? Когда мы можем благодарить Его и так. Но нет. Нам для того, чтобы Его поблагодарить, надо, чтобы мы что-то потеряли. И Аллах, Субханаху ва Тааля, в суре Бакара говорит: непременно я вас испытаю потерей имущества или потерей ваших каких-то плодов или каким-то страхом. Я вас испытаю. Почему? Потому что Он все прекрасно знает про нас. То, что мы такие вот слабые. Из-за этого дай Аллах, чтобы мы осознавали все блага, которые Аллах нам дает. Дай Аллах, чтобы мы вот эти блага, которые у нас есть, их использовали в правильном направлении и научились Аллаха благодарить, чтобы Аллах по своей милости нам еще большим дал. И самое главное, дай Аллах, чтобы в судный день мы могли глотнуть из этого источника Каутар. И вот здесь фасалли ли раббика. То есть читай намаз для кого? Только ради Аллаха и больше не для кого. Почему? Потому что мы, мусульмане, когда принимаем ислам, что говорим? Ла иляха илляллах Мухаммад Расулуллах. Нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха. Вот здесь весь смысл ислама. Только ради Аллаха читай этот намаз. И больше не ради чего. Ванхар. И закалывай жертвенное животное. То есть приноси курбан. Почему? Потому что вот эти два поклонения – это самые важные. И эти поклонения Аллах любит. Намаз ты читаешь, проявляя благодарность за те блага, которые Аллах тебе дал, и ты совершаешь курбан, да, проявляя благодарность Аллаху за те имущества, которые у тебя есть. И когда мы знаем, когда ты
хочешь поблагодарить Аллаха, дать садака, то Аллах тебе возвращает еще большим. Из-за этого пусть Аллах даст нам возможность понимания благ, которые у нас есть, и жертвовать, давать на пути Аллаха свои имущества. И третий аят, в котором Аллах Субханаху ва Та'аля говорит, это «Инна шаниака хуаль абатар». То есть этот аят был ниспослан, когда... Про этот аят Аллах Субханаху что сказал? То есть когда у пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, умер последний его сын, да, то люди начали говорить: все, он остался без потомства. И через некоторое время про него все забудут. Но нет. Нет. Почему? Потому что Аллах Субханаху ва Та'аля что говорит? «Инна шаниака хуаль абатар». То есть твой враг, тот человек, который так говорит, то, что про тебя все забудут, он станет бездетным. Про него все забудут. А тебя мы будем восхвалять до судного дня. И смотрите, милость Аллаха, Его обещание каково? Сколько мусульман вот в этом мире после каждого азана восхваляет пророка Мухаммада, саллаллаху алейхиссалям, говоря дуа, да, после азана. И также во время намаза мы восхваляем пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и говорим салават. Вот так Аллах Субханаху ва Та'аля те обещания, которые Он дал, выполняет. И в этом нету никаких сомнений. И вот эта сура маленькая нас учит чему? Чтобы у нас никогда не падали руки. Когда у нас есть какая-то проблема, когда у нас возникают какие-то недопонимания, и в этот момент приходит к нам самый злой и важнейший наш враг, шайтан, и хочет нас сбить с прямого пути, вот тогда мы должны вспомнить эту суру и вспомнить те блага, которые Аллах нам дает. И Он никогда нас не оставляет. Никогда. Почему? Потому что Аллах Субханаху ва Та'аля кариб. Он близок. Он близок к нам своей мощью, своими знаниями. Он нас слышит, Он нас видит, и Он знает, в чем мы нуждаемся. И посмотрите на наших бабушек и дедушек, в какое время они жили. Но несмотря на все испытания, которые Аллах им отправил, они не падали духом. Они не отпускали своих рук. И они довели до нас эту религию. Альхамдулилля. И мы сейчас пожинаем плоды ихних дуа. Их дуа. Что они просили? Как они обращались к Аллаху? Как они поклонялись? Вспомните. Когда нельзя было читать намаз в открытую, они читали. Кто-то в погребе. Но они все равно читали.
когда у них не было еды, чтобы поститься. Несмотря на это, они постились. Еще плюс к этому им надо было выходить на поле и работать в жару. И они поднимали свои руки и обращались к Аллаху. Они обращались к Господу нашему, чтобы Аллах не дал нам, то есть их детям, их внукам, те испытания, которые Аллах дал им. И посмотрите, на сегодняшний день, что мы кушаем? Посмотрите, как мы одеваемся. Посмотрите, на каких машинах мы ездим, в каких квартирах мы живем. Эти блага им даже не снились. Но они не теряли надежду. Они постоянно обращались к Аллаху. И альхамдулилля, Аллах ответил. А мы сейчас, используя эти блага, что делаем? Что я сделал ради религии? Как я подготовился к встрече с Аллахом? Вот об этом мы сейчас должны задуматься. Почему? Потому что мы не знаем, когда, в какое время и в каком месте Аллах отправит к нам ангела смерти. Так давайте готовиться. Давайте задумаемся. А Аллах разрешит ли мне в судный день сделать хотя бы один глоток из этого источника Каусар? И Аллах доволен ли мною за те поступки, за те слова, которые я совершаю? И дай Аллах, чтобы мы всегда проявляли покорность Аллаху. Дай Аллах, чтобы мы постоянно благодарили Его. Дай Аллах, чтобы в мире, в котором мы живем, всегда было спокойствие. Чтобы наши мечети, они были всегда открыты. И была у нас возможность приходить в Его дом и поклоняться Ему. Субханаллах ва бихамдик, ашхаду ан ла илляха илля ант, астагфирука ва атубу илейх. Джазакумуллаху хайр. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар.